Прошу всех встать. Прошу садиться. Заседание Конституционного суда Кыргызской Республики объявляется открытым. Заседание Конституционного суда будет проводиться на официальном языке в связи с ходатайством обращающейся стороны Айткулова Икрамидина Назировича о проведении Конституционного суда производства на официальном языке и ввиду отсутствия возражений со стороны постоянного представителя Джоорку Кеңеша в Конституционном суде Ысыранова Самата Кыштова Бековича. На заседании Конституционного суда рассматривается дело по обращению Айткулова Икрамидина Назировича о проверке конституционности части 1.2 статьи 397 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики. Заседание Конституционного суда проводится в составе председательствующего Сконбаева, судей Айдарбековой, Бубукеевой, Дюшеева, Джулдошевой, Касмалиева, Шаршиналиева, при секретаре судебного заседания Мамыталкызы Камилы. Камила, доложите о присутствии вызванных участников. На сегодняшнем судебном заседании присутствуют с обращающейся стороны Айткулов Икрамидин Назирович. Прошу встать. Со стороны ответчика постоянный представитель Джоорку Кеңеша Кыргызской Республики в Конституционном суде Ысыранов Самат Кыштовбекович. Третьи лица постоянный представитель президента и Кабинета министров в Конституционном суде Молдобаев Алмазбек Тавалдыевич. Представитель Верховного суда Кыргызской Республики Сапьянова Маргарита Насаркановна. Постоянный представитель Министерства юстиции Кыргызской Республики в Конституционном суде Жаркынбаев Аязбек Долосбекович. Представители Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики Калгул Улу Бакыт, Байдылдаев Кумарбек Курманбекович. Представители Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики Сабыров Кулбанычбек Сабырович, Курвангалиев Бексултан Курвангалиевич. Представитель Министерства внутренних дел Кыргызской Республики Абдралиев Арген Турумбекович. Других вызванных участников судебного заседания не было. Присаживайтесь. Пожалуйста, прошу изучить. Икрамидин Назирович, пожалуйста, пройдите к трибуне. Представьте информацию о себе. Фамилия, имя, отчество, дату, место рождения, место жительства и место работы. Микрофон включите. Айткулов Икрамидин Назирович, 10 сентября 1956 года рождения. Военный пенсионер, но работаю адвокатом в настоящее время. Место жительства. Город Бишкек. По документам, удостоверяющим личность, нет вопросов, уважаемые коллеги? Присаживайтесь. Ысыранов Самат Кыштовбекович, прошу пройти к трибуне. Представьте информацию о себе. Ысыранов Самат Кыштовбекович, 5 мая 1987 года рождения. Работаю в Джоорку Кеңеш, постоянный представитель Джоорку Кеңеш в Конституционном суде. Адрес регистрации, город Бишкек. Нет вопросов. Присаживайтесь. Молдобаев Алмазбек Тавалдыевич. Еще раз Представьте информацию о себе. Молдобаев Алмазбек Тавалдыевич, 9 февраля 1973 года рождения, уроженец Бишкека. Работаю постоянным представителем президента Кабинета министров в Конституционном суде Кыргызской Республики. Присаживайтесь. Сапьянова Маргарита Насаркановна. Сапьянова Маргарита Насаркановна, 27 марта 70-го года рождения, уроженка Чуйского района, проживаю по адресу город Бишкек, работаю заведующим отделом аппарата Верховного суда, представляю по доверенности. Присаживайтесь. Жаркынбаев Аязбек Долосбекович. Доброе утро. Жаркынбаев Аязбек Долосбекович, 28 января 1977 года рождения, проживаю. В настоящее время являюсь директором Института нормотворчества и верховенства права при Министерстве юстиции Кыргызской Республики. Присаживайтесь.
Қалығұл Улы Бақыт. Калугулулу Бакыт, 22 апреля 1981 года рождения, старший прокурор Главного управления по участию прокуроров в уголовном и гражданском судопроизводстве и за исполнение судебных решений Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики. Присаживайтесь. Байдулдаев Кумарбек Курманбекович. Уважаемый председательствующий, уважаемые судьи, Байдулдаев Кумарбек Курманбекович, 7 февраля 1983 года рождения, занимает должность начальника Главного управления по надзору за предпринимательной деятельностью, следствием и дознанием Генеральной прокуратуры юстиции, Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики, полковник юстиции, проживая по адресу город Бишкек. Присаживайтесь. Сабыров Хуанчбек Сабырович. Сабыров Хуанчбек Сабырович, занимаем должность заместителя начальника Главного следственного управления Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики, 26 мая 1984 года рождения, проживаю по адресу город Бишкек. Присаживайтесь. Курвангалиев Бексултан Курвангалиевич. Курвангалиев Бексултан Курвангалиевич, старший следователь Главного следственного управления ГКМБ Кыргызской Республики. Дата рождения 9 мая 1992 года. Проживаю по адресу город Бишкек. Присаживайтесь. Абдралиев Арген Турумбекович. Турумбекович. Здравствуйте. Абдралиев Арген Турумбекович, 21 июня 1993 года рождения. Являюсь следователем Следственной службы МВД Кыргызской Республики. Проживаю по адресу город Бишкек с представителями МВД. Присаживайтесь. По документам есть вопросы, уважаемые коллеги? Айткулов Икрамидин Назирович, Сранов Самат Кыштобекович, встаньте, пожалуйста. Вам будут разъяснены ваши права и обязанности. В соответствии со статьей 34 Конституционного закона о Конституционном суде Кыргызской Республики вы имеете право ознакомиться с материалами дела, производить из них выписки, снимать копии, представлять доказательства, участвовать в исследовании доказательств, представлять свои доводы и соображения по всем возникающим в ходе процесса вопросам, выступать заключительной речью. Также имеете право заявлять ходатайство, давать устные и письменные объяснения судьям, высказывать свое мнение по заявленным ходатайствам. Обращающаяся сторона имеет право изменить основание или предмет требований, увеличить или уменьшить их объем, отказаться от требований. Сторона-ответчик вправе признать их полностью или частично, либо возражать против них. Каждая сторона вправе представлять доказательства и доказывать те обстоятельства, на которые она ссылается, как на основании своих требований и возражений. Вы обязаны добросовестно пользоваться своими правами. Сообщение суду заведомо ложных сведений расценивается как неуважение к Конституционному суду и влечет ответственность по закону. Также в соответствии со статьей 39 Конституционного закона о Конституционном суде Кыргызской Республики вы вправе заявить отвод судье или судьям. Икрамидин Назирович, вам ясны ваши права и обязанности? Да. Пожалуйста, в микрофон ведется стенограмма. Да, ясны. Имеется ли у вас заявление об отводе судьи или судей? Нет, отводов нет. У вас есть дополнительные ходатайства? Я прошу тут два документа приобщить. Это в связи с тем, что в возражениях на мое ходатайство там указано, что можно было истребовать это дело, вот второе Узбекова дело, и там, так сказать, его изучить. Я как раз хочу, чтобы приобщили это письма от руководства Московского суда, Московского районного суда Чуйской области, где они отказывают мне в этом, так сказать, ходатайстве. В связи с чем отказывают? Там есть основания написанные, да? Да, здесь вот, например, пишут,
Московский районный суд Чуйской области на ваше ходатайство от 17.09.24 года сообщает, что приговором Московского районного суда Чуйской области от 12 мая 2023 года Узбеков Памир Асанкулович признан виновным в совершении преступления, предусмотренной частью 1 статьи 342 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Приговор Московского районного суда Чуйской области вступил в законную силу и никем из участников сторон не был обжалован. Поскольку по данному уголовному делу Сакимбаева проходит свидетелем и не является стороной, ходатайство не подлежит рассмотрению. Вот. А вы ходатайство о чем предъявляли? Вы туда прям писали, в московский суд, да? Да, московский суд я писал. И потом, Ваша просьба в чем заключалась? Вы о чем просили? Я просил о том, чтобы дать возможность изучить это дело, оттуда взять необходимые нам документы для того, чтобы использовать по делу Сакимбаева. Ну вот, суды мне отказывают, и сам непосредственно в суде, ну это я на выступлении скажу. Я Передайте секретарю. для обозрения или для приобщения, как это. Вам, наверное, нужны будут эти документы. Так, уважаемые судьи, согласны к приобщению? Нет возражения. Ну и все тогда. Суд, посовещавшись на месте, определил приобщить предоставленные вами документы к материалам дела. Только сделаем, давайте таким образом, чтобы нам достаточно копий, потом секретарь вам вернет оригиналы, хорошо? Камила, возьмите, снимите копии и для приобщения к материалам дела оригиналы вернете адвокату. Присаживайтесь в таком случае. Так, Странов Самат Кыштыбекович, вам ясны ваши права и обязанности? Да, ясно. Имеется ли у вас заявление об отводе судьи или судей? Не имеется. У вас есть дополнительные ходатайства? Нет дополнительных ходатайств. Присаживайтесь.